К воде Каспия имеют выход 5 стран, в том числе Россия. В последнее время Москва стала все чаще называть этот огромный водный бассейн озером, в то время как Вашингтон полагает, что это все-таки море. Данный спор имеет экономический подтекст, ведь на дне обнаружены практически бесконечные запасы нефти. И пока Каспий юридически рассматривается как объект со статусом озера, руки у США связаны, они не могут добраться до чужих ресурсов. Об этом пишет китайское издание Сохху в редакционной статье. Рассматриваемый водоем находится на границе Европы и Азии и является внутренними водами для нескольких стран – России, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Ирана. Все эти государства с подачи Москвы называют его исключительно озером, хотя экосистема флоры и фауны скорее напоминает морскую, вода слабосоленая. С некоторых пор Белый дом, известный охотник за чужими энергетическими ресурсами, замкнутый со всех сторон водоем стал называть морем. США оспорили признание Каспия самым большим озером в мире и присвоили ему по собственной инициативе статус моря. Причем такая новелла весьма удачно совпала с обнаружением на дне спорного бассейна более 60 миллиардов тонн нефти в нескольких месторождениях. Этот показатель почти в 2 раза превосходит запасы нефтяной королевы, Саудовской Аравии. Если Каспийский водный бассейн в конечном итоге все же будет признан озером, то в соответствии с правовой международной практикой 5 прибрежных государств получат эксклюзивное право на освоение богатых запасов ценного сырья. Корабли других государств смогут находиться в водах Каспия и вставать на якорь в портах этого региона исключительно с разрешения России и других 4 операторов водоема с оспариваемым статусом. Вашингтон не сдается и пытается закрепить юридически свою инициативу. В его планах придать международное признание собственной точки зрения. В таком случае на Каспий распространит свое действие обычное морское право, согласно которому прибрежные страны вынуждены будут мириться с закреплением за ними экономической зоны в 12 морских миль, а другие государства смогут беспрепятственно заниматься добычей нефти и газа в нейтральных международных водах. По словам авторов, Россия наиболее могущественное и влиятельное государство в этом регионе, поэтому к ее позиции относительно правового статуса бассейна присоединились прибрежные страны Каспия. Августом 2018 года датируется Конвенция о юридическом положении Каспийского бассейна, признающая его, во-первых, озером, а во-вторых, не допускающая военного и экономического вмешательства третьих стран. Авторы издания завершают статью признанием, что Москва пока что одерживает победу. Однако США не сдается, упорно подыскивая союзников, которые поддержали бы противоположную российской точку зрения. Остается только ждать, чем закончится дело, резюмируют авторы.